Ну что, Валерий Борисович, весновка к концу пошла, надо успеть рыбу поймать. Поэтому охоту пока чуть-чуть в сторонку. Идем сети ставить. Пойдем. За родину. Ну, таежные дороги. В принципе, нельзя сказать, что лес совсем сухой, но мало воды, мало. Ну, ветровал, блин, свеженький. Ну, пилить потом. Передевать. Ладно, при случае распилим. По правилам, это ветровал или не ветровал? Наверное, ветровал. Когда с корнем выворачивает, да признаки жизни дает, это нельзя трогать. А это он сломался, так что хочешь не хочешь, да, уже Полностью сломал. дрова можно пилить. Но это в густонаселенной местности там можно следить. А там, где это ветровало, как грязи. Ну, как-то так. Аж жар кинуло, блин. Сколько градусов, не смотрел? 15. Нифига себе. Это не весна, а уже лето. Жарища. Да. Я в рубашке вон. Ага, тоже жарко стало. Шапку на бекрень. Да. Весенний ручей. Не ахти. Еле-еле течет. Осенью бывает покруче. Валерий, мне кажется, наша рыбалка может накрыться медным тазом. Эти сволочи осину повалили прямо на нашу лодку. Если она в лепешку превратилась, то наша рыбалка накрылась. Вот гады. А я их жалею, блин. Дровосеки, мать их за ногу. Подрубили эти гады осину. Даже объели гады. А она точно на нашу лодку бабахнула. На первый взгляд легкая лепешка. Но без бензопилы тут не обойтись. Такая дуренция. Да. Лодку ведь, в принципе, освобождать надо. Надо. Наша рыбалка сейчас превратится в спасение лодки. Это за бензопилой сбегать. А больше мы, наверное, ничего не успеем сделать. Да, такая дуренция. Я, блин... Липовый бобр. Не чтобы на озеро свалить. Не говори это самое. Инженеры, мать их, за ногу. Криворукие. Там же в воде-то приятнее жевать. В принципе, это недавно. Че зря гавкаешь, иди бобра жуй, блин, гад. Ну что, Валерий Батькович, пошел за бензопилой? Да, мне здесь посидеть придется. Одну заправку, не знаю, хватит, не хватит? Хватит. Ты смотри, с этой стороны вроде только подмяло. А вон там справа даже не знаю, может и пробило. А, нет, это тень. Однако, эта лодка выдержала такую дуренцию. Ну, в любом случае бензопила нужна. Так, ну если бензопилой идти, рюкзак оставлю. Ну, Валерий Батькович, у меня вкуснятина есть. Закусь. А они уток позарились. Съели. Сторожить было. Ружье мое достань до них. От ружья не убежать. Короче, оставляем. Так, ну ружье беру с собой. Тут рядом мишка бегает. Ой. Не было печали, черти накачали. Пошел. Ты основательно устроился подождать. Ну ладно. Ну, мама мия. Бывает, блин, в жизни огорчение. Эй, что под ногами крутишься?
Вася, ответь. Ты в избушке? Меня хорошо слышно? Сейчас я дойду поближе и тебе еще перезвоню. У нас проблема. Вася, ответь. Меня плохо слышно? Сволота или дресня лучше назвать, бобриная. Бобры, короче, ну дальше матюги идут. Свалили мощняцкую осину прямо на лодку. Чтобы ее освободить, надо бензопила. Если принесешь до квартала это самое, там бензин заправить надо и масло, то я пойду дальше. Еще одно легче, сэкономлю. Что, Тузик, вот она, собачье счастье. Тепло, мягко лежать. Красота, а не жизнь. Лежи, лежи, сейчас хозяин твой придет. Хозяин идет. Тебя не облаивает, а нас по порядку, для порядка. Короче, не знаю, метр в диаметре почти осину такую повалили не в ручей, а повалили, блин, точно на нашу лодку. Хреновые они лесорубы, да? Хреновые. Так, вмятина, конечно, есть, но сетку не поставить, пока не освободить. Дойдешь? Дойдемте. Пошли. У тебя это в легкую получается. Короче, я так пожалел, что ничего не сделал с ночным этим самым гадом. Как минимум испугать надо было. Такую подлянку сделали. Редко одного угла. Фу. Ну, Валерий Батькович, я супер помощь пригласил. Так. А была братья, как можно было позвать. А я по рации позвал, это самое, только он уже успел прийти. Ну что, Василий Батькович, там, наверное... Да я знаю, какие распилиты. Во, давай. Заодно туда лодку ставить какие-нибудь деревяшки и ресторации сделать. Да. Это, подыму. Ох ты, блин. Интересно тут. Так, ну вмятина в середине-то есть, конечно. А самая такая вот здесь. Ну, здесь выдержала. Не понял? Идеальных дырок вроде нету. Бляшки сломался. Мега сломался. Ну, сверху на саморезе. Выгнул обратно, да? Так, ладно. Спасибо, Василий Батькович. Ни хрена себе сидит сейчас.
веревку по-моему оборвал. Вот это сила. Не зря 300 килограмм по болотам таскает. Не говори, там сани... Да, у кого это ты, Вася, удался? Молодость. Не знаю. У меня таких героев не было, чтобы по болотам тракторные сани таскать. Не говори. Когда он сказал, у меня сначала глаза на лоб полезли, ну хочет человек попробовать, что его останавливать? Ну, по-моему, на землю спустишь, сядешь, да он сам продается, эта жизнь. Так она уже встала. Да, он распрыгнул, она жесть-то продавилась. Главное, не пробилась. Уже Ну, плюс. это тоже на воде покажет, пробилась она или нет. Да, бляха-муха. Но я смотрю, вроде ближе больше не видно осин. Ха, Эти березы вроде наклон в ту сторону. Надеемся. это умудриться надо, блин, в сторону берега. Ветер, что ли, дул в это время? А может месть бобровые. Развлекаются. Ну, разные люди бывают. Бобры, наверное, тоже разные. Есть вредины. Ну что, Валерий Батькович, операция рыбалка продолжается у нас? Продолжается. Вася-то быстро, тики-брики. Если судить по иголкам, вот здесь до сюда вода доходила. Вот здесь иголок нету. Это где-то полметра упало. Ладно. Время, деньги. Ладно, осину грызут, а елку-то зачем грызть? Мешает. Ну, фраера, блин. Так, может, твой рюкзак тоже отвезти, Валерий-то? У тебя там груз есть? Давай. Ружье, 2 патрона при себе есть. Ну, Вася, спасибо. Нам силы сэкономил.